Я работаю уже 60 лет в кинематографе, в театре. Я тебе могу сказать одну загадку. Если мы не любим друг друга, перед тем, как создаем что-то, у нас ничего не получится. Я думаю, наш друг с тобой именно этим очень силен, Талгат. Он умеет любить. Он умеет за собой повести людей. Талғатты студент кезінен білемін. Ол кезде мен консерваторияның театр факультетінің мұғалімі едім. Бұл сонда қаламы қолында жүреді. Соны бір күні маған Әшірбек аға, сізге бір шығармашылық тұрғыда бір сөйлесуге бола ма деді. Мен енді әжептәуір мұғалім болып қалғанмын ғой енді. Я не болды? Bir жазған эссем, повесім бар еді, оқысам. Bir ешкім жоқ жерде сөйлессек. Бір жауап тұрды ма сол күні Құдай? Консерватория шердағына шығып кеттік екеуміз. Ырсылдап төбемізден әлі күнге дейін есімде жаңбыр, қаңылтыр дұрып тұр, бір керемет, ғажап көңіл күй болсын. Оқып кеп берді, әжептәуір. Характер өрбітуі, ситуация құруы, композициялық жағынан басы бар, ортасы бар, аяғы бар, айтайын деген өзіндік бір ойы бар. Студент Талғат Теменовтің шығармашылыққа деген ыңғайын мен сол жолы байқадым. Но он был основоположником этой идеи, понимаете, того, что можно и нужно попытаться очень, так сказать, целенаправленно, вот, и с целевым назначением, да, попробовать получить молодых, талантливых казахских ребят. Было много факторов, которые способствовали этому. Но Талгат был один из самых таких веских доказательств того, что это можно сделать и что это может иметь вообще успех. И зрительский успех, и успех у людей, от которых зависит развитие казахской кинематографии. То есть это было живое какое-то замечательное доказательство кинематографической одаренности народа, я бы даже так сказал. Талгат снял удивительно интересную картину, в которой играли дети, только дети. И там была история Чапаева, я помню. Как-то Чапаева. И дети играли этого самого Чапаева. И, то есть такая странная какая-то история, но как странную ее никто не воспринимал. А ее воспринимали как безумно вообще интересную и как безумно своеобразная история про мир детства, где всякие невероятные вещи вдруг становятся очень даже вероятными, очень интересными для того, чтобы за ними наблюдать. Чапай, ты за подмогой, да? Беги, я их пока задержу. Скорей! Вот такую он снял работу, и мне эта работа очень понравилась. И я, когда, не помню по какому поводу оказался в Алма-Ате, я эту работу показал Алжасу Омаровичу Сулейменову, который был тогда министром кинематографии. И ему эта работа тоже очень и очень понравилась. И вот с этого начался наш такой предположительный диалог по поводу того, что, может быть, как-то целенаправленно и целеустремленно учить молодых казахов кинематографии. Он производил впечатление одаренного человека. И это было не только впечатление. Я помню его картину, которую он сделал, о Чапаеве, где играли дети.
Это было совершенно потрясающее кино. Это было так смешно, это было так здорово сделано, что трудно было поверить, что это сделано, в общем, дилетантом и студентом. Чапай! Хайдахан! Чапай! Здравствуй, дорогой папа. Я живу хорошо. Как и раньше, руковожу отрядом. Трудно. Мне интересно, чтобы человек раскрылся, чтобы человек стал делать что-то невероятное и для меня, и для него. Понимаете? И вот Талгат, он, да, и практически еще его окружение, вот я уже говорил о Саше Кайдановском, они так действовали, что у него другого выхода не было. Или вообще уйти и, так сказать, исчезнуть, да, либо быть очень напористым, весомым и интересным для общения. Он это все осуществил. Он человек одаренный, талантливый, а это так всегда друг друга талантливые люди притягивают. И человек, он был, безусловно, душевный. Это вообще особенность как бы казахского менталитета, что люди другой культуры, другого отношения. И вот я помню, насколько я помню Талгата, он очень здорово умел слушать. Вот он слушал, он как-то вот вникал в человека, в собеседника. Вот я помню, как ты ему говоришь, и видно, что ему неформально, вот не безразлично то, что говоришь. А в Москве, где все бегут, суетятся, никогда друг друга не слышат, все вокруг себя, все вокруг себя, все вокруг себя, это была редкость. Самое главное – не ошибиться. Надо положить, как было. Эй, Арантамак. Эй, Дармаэт, Не отырсың? что расселся? Мен сенің жасыңда. Я в твои годы кормил целую семью, зарабатывал на хлеб. А ты? Жүргені. Тебе что было сказано делать? Саған бағана не деп едім? Почему не собрал навоз? Ролану показал вот картину его учебную, вот, которая была сделана на высших режиссерских курсах. А Ролан очень был отзывчив и очень сильно воспринимал любые удачи в художественном творчестве. Особенно он сильно был настроен на такого рода удачи в том, что связано с детьми. Поэтому как-то сразу Ролану на душу лег Талгат, вот, а Талгату на душу лег Ролан, а я с Роланом тоже дружил, поэтому никакой ревности у нас, так сказать, не было. Вот, и Талгат начал делать свою картину у Ролана на его студии, на ролановской студии. Общение Талгата с Роланом было замечательно, потому что талантливый, гениально талантливый человек Ролан обнаружил талантливейшего казаха Талгата. Им было интересно. Это, так сказать, первый режиссер казахский, который снимал свою картину, первую картину на Мосфильме. И мне кажется, что это, в общем, очень символично, потому что в его творчестве очень мощная прослеживается традиция вообще казахского народа, казахской культуры. Он, безусловно, несет в своих картинах мировоззрение, опыт казахского народа, что очень важно для кинематографа, для художника. И вместе с тем он оснащен знанием
прекрасным знанием русской культуры, мировой культуры. И, так сказать, в его картинах, можно сказать, создается вот тот необходимый сплав, который, собственно, и благодаря которому его картины понятны зрителю любой национальности во всем мире. Они известны, и люди их понимают. Вот это может быть такая очень важная составляющая существа Талгата Теменова как художника. В 1988 году мы посмотрели картину Талгата «Волчонок среди людей». Уже много лет прошло, но некоторые сцены до сих пор вот у меня в памяти. Ну что для меня? Я для тебя. Заладил одно и то же. Для тебя. Во-первых, мне понравилось сразу, что Талгат вышел на тему, которая ему очень близка. Эта тема и мне близка. Тема у Талгата – это защита человеческого достоинства. Мальчик волчонка приютил. Да, мальчик решил его спасти от жестокого, злого человека. Это мало, это гуманный акт, он образец для всех. Но потом, как развивается событие, когда этого волчонка у мальчика собрали, мальчик ведь пошел, маленький мальчик, пошел против зла. Он уже не волчонка защищал, он защищал свое человеческое достоинство. Как это вот могли? Как? Почему? И вот эта схватка финальная с этим злым человеком, который из волчонка сделал чучело, он обещал кому-то подарок сделать, понимаете? Вот эта схватка, в этой схватке победил, конечно, герой фильма и Талгат Теменов. Гад! Гад! Я тебя убью! Гад! Фашист! Понял? Гад! Убью тебя! Режиссер победил, и эта идея победила. Значит, в любой ситуации, любой человек, какого бы он ни был возраста, какого бы он ни был пола, физически развитый или нет, он, если встанет на защиту своего достоинства, он победит. Вот эта тема, мало что она затронута Талгатом, она сделана мастерски. Әр көрермен үшін бұл рентген фильм. Әр көрерменді сынайтын фильм бұл. Біздің мына болмысқа қарым-қатынасымызды сол фильм арқылы айыруға болады көбінесе. Ол тақырыпта кезінде Джек Лондонда жазды. Одан кейін Әуезов атамыз жазды. Ол туралы қараш-қарашта түсірді. Мына жерде баланың көзіменен, қасқырдың көзіменен қазіргі болмыс. Өйткені адамзат қанша цивилизацияны игеріп алса да, өзінің шыққан тегіне қайтадан оралу керек. Өйткені ол тазартады, ол біз үшін бір фильтр, меніңше. Әрқайсымыз үшін балалық шағымыз, шыққан тегіміз, жеріміз, ол үлкен бір қалқан, рухани қалқан. Благодаря ему мы много узнали о казахском народе, о жизни простого казаха, о его чувствах, о его мировоззрении. И вот эта тема остается, мне кажется, главной в его картинах. И не случайно у него всегда очень интересные актеры. Он любит молодых актеров, неизвестных, он открывает их
благодаря им он как бы приносит дыхание реальной жизни в кинематограф. Муқан. Ау. Мен сені түсімде көрдім. Және іштей тілеу тіледім. Талгат временно, он как бы примыкает к новой волне казахского кино. Но если вот глубже копнуть, конечно, он от них отличается. Для него важна не форма. Для него важна не мода. Для Талгата важен характер человека. О характере человека лучше всего на экране при помощи режиссера может передать актер или актриса. Вот мне нравится в Талгате, что он актерской работе придает огромное значение. Огромное значение. Бұл жерге адамдар әлемнің әр түкпірінен келеді. Дей тұрған мен қолымнан келгенін аямайым. Алайда бәрі өзіңізге байланысты. Merci. Рахмет. Je t'achète de satisfaire vos attentes. Бұл өз табиғатынан экран ақыны жігіт. Өзінің орны кәдімгідей қазір қалыптасты, бар. Отауы бөлек. Жаңа толқынның ішіндегі ерекше тұрған жігіттер. Нағыз жүрегі қалқ деп, ел деп соғатын, жер деп соғатын, экранынан жусан исан қитын жігіттің бірі осы. Мне кажется, что он выходит за рамки новой волны. Он в некотором смысле мостик вот тем, он такой непосредственный продолжатель традиций классического казахского кино с элементами, конечно, современного подхода. И мне кажется, что он должен и будет работать в этом направлении и создаст именно зрительские фильмы на остро социальные проблемы сегодняшнего дня. Талгат привнес такое острое чувство современности, я бы сказал, вообще свойственно Теменову как художнику. Наверное, это главное, то, что привнес Талгат Теменов, и почему его картины действительно стали картинами, которые определяют как новая волна. Он реалист. Он очень точно умеет показать национальный характер. И еще мне очень нравится, он очень хорошо работает с музыкой. Очень хорошо работает с музыкой. Она у него дополняет изображение. Она является драматургическим материалом у Талгата музыка. Вот это вот мне очень-очень нравится. Қазақ мәдениетінің тарихын білуі, фильмдерінде жаңағы әуен сөздерді молынан пайдаланып, табиғаттың тамаша көріністерін беруі. Енді ана ағаларды көріп қалды ғой, Шәкен Айманов, Абдолла Қарсақбаев, Сұлтан Қожықовтарды. Әрине бұл басқа поколенияның өкілі, басқа толқын өкілі. Соған қарамай ана өзінің тұстастарынан көріп